Правительство приложит усилия для выравнивания уровня доходов людей в разных регионах России, когда страна выйдет на качественно новый уровень жизни. На смену Ан-24 придут Ил-114. Уже в этом году будет произведен опытный образец этого воздушного судна. Ножи на любой вкус. В Якутске завершилась 10-я юбилейная выставка кузнецов Якутии «Дархан-ус». В эфире новости, в студии Анастасия Кобызева. Здравствуйте. Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о том, что правительство должно приложить усилия для выравнивания уровня доходов людей в разных регионах России. Медведев обратил внимание на то, что в крупных городах, в первую очередь в столице, мало кто замечает позитивные изменения, потому как уровень жизни достаточно высок. Абсолютно противоположная ситуация происходит в деревнях. Мы должны все-таки увеличивать доходы семей, которые живут и в городе, и в деревне. Но между городом и деревней существует разрыв. То, что в городе кажется доходом невысоким и подчас вызывает у людей негативные эмоции, в деревне выглядит как вполне достойный доход. Поэтому мы должны, я сегодня, кстати, в выступлении об этом говорил, способствовать тому, чтобы доходы между и городом, и деревней, и отдельными регионами сближались. Мы не создадим мономерное пространство по всей стране. Очень разная страна, объективно. Но мы все-таки должны делать все, чтобы сближать доходы городского и сельского населения и отдельных регионов. Коренным малочисленным народам оплатит ущерб, нанесенный среде их обитания. Правительство сможет определять полномочия по определению алгоритма и методики возмещения убытков, причиненных хозяйственной деятельностью компаний или физическими лицами. Соответствующий законопроект Госдума уже приняла в первом чтении, а рассмотрение документа во втором чтении запланировано на ближайшую неделю. Если документ заработает, то он поможет реализации одной из основных задач, предусмотренных концепцией устойчивого развития коренных малочисленных народов по сохранению исконной среды обитания и традиционного природопользования. Работники, лишившиеся места из-за ликвидации предприятия, будут гарантированно получать выплаты во время поиска новой работы. Такие поправки в Гражданский кодекс подготовил Минтруд. По действующим правилам работник, лишившийся места из-за ликвидации организации, может рассчитывать на выходное пособие. Кроме того, за ним сохраняется средний месячный заработок на период трудоустройства. Срок выплат при этом ограничен 2 месяцами со дня увольнения. Но, как показывает практика, некоторые организации этого вовсе не делают. Именно по этой причине Министерство труда разработало поправки. Водителям готовят новые штрафы за превышение скорости. Министерство транспорта России предложило штрафовать водителей на 500 рублей за превышение скорости свыше 10 км в час. В то же время за скоростные превышения более чем на 20 км в час предлагается ужесточить ныне существующие санкции. Правительственная комиссия по безопасности дорожного движения еще в декабре дала поручение МВД и всем заинтересованным ведомствам проработать этот вопрос. В этом году будет произведен опытный образец воздушного судна Ил-114. Планируется, что они придут на смену выбывающим Ан-24. Летно-технические характеристики самолета позволяют эксплуатировать его в специфических условиях Якутии. Напомним, правительством региона ведется работа в целях обновления авиапарка для внутриреспубликанских перевозок. Всего в республике необходимо 23 таких пассажирских самолета. В настоящее время региональный перевозчик «Полярные авиалинии» ведет переговоры с производителем по модернизации судна. Наряду со стандартной компоновкой на 68 мест разработан вариант на 50 мест с расширением багажного отсека. Также рассматриваются технические решения по удобству и безопасности пассажиров, а также по усовершенствованию взлета и посадки самолета с грунтовых аэродромов. В Якутии снизился уровень преступности. По итогам прошлого года уменьшилось количество преступлений против собственности, снизилась преступность среди несовершеннолетних. Сегодня прокуратура Якутии собрала расширенную коллегию, на которой подвели итоги 2018 года. В коллегии принял участие заместитель генерального прокурора России Игорь Ткачев. В Якутии идет активная работа по борьбе с коррупцией. Прокуроры выявили и приняли меры к устранению порядка 2500 нарушений законов. Обращаясь к коллегам, Игорь Ткачев оценил результаты их работы на ряде приоритетных направлений. Прежде всего обратил внимание на защиту жилищных прав граждан, выявление преступлений экономической направленности. Необходимо будет усилить работу по
выявлению преступлений, связанных с посягательствами на жизнь граждан, на их имущество, кражи, грабежи, посмотреть, что здесь можно сделать будет совместно с правоохранительными органами. И, естественно, продолжать дальше защищать права, пенсионные права граждан, ветеранов, в том числе права несовершеннолетних. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают сотрудники транспортной полиции МВД России. Именно они обеспечивают порядок и раскрывают преступления на железнодорожном, воздушном и водном транспорте, предотвращают террористические акты, ведут поиск и арест преступников. День транспортной полиции отмечается 18 февраля, поскольку именно в этот день в 1919 году был обнародован декрет в ЦИК об организации межведомственной комиссии по охране железных дорог. Проект Марии Фафоновой из Нерюнгри «Марафон доноров» станет республиканским. Председатель правительства Якутии Владимир Солодов и министр здравоохранения Елена Борисова предложили автору проекта вывести его на уровень республики. Напомним, презентация проекта состоялась в августе 2018 года в рамках образовательного форума «Синергия Севера». Марафон доноров направлен на развитие коллективного донорства, когда кровь организованно сдают сотрудники какой-либо организации. Русский драматический театр из Якутска впервые за 26 лет приехал с гастролями в Читу в рамках Всероссийского театрального марафона. Передача эстафеты от Якутии Забайкалью состоялась накануне на сцене драматического театра. Артисты из Якутска будут выступать в Чите до 21 февраля. Они покажут забайкальским зрителям комедию «Голодранцы» и «Аристократы», спектакли «Два берега одной победы» и «Капитанская дочка», а также музыкальную сказку «Бременские музыканты». Каждый родитель хочет знать, чем занимается его ребенок в детском саду. Показать жизнь дошкольных учреждений изнутри решили в детских садах Айхала. Альбина Шрафидинова подробнее. Дети и воспитатели одного из айхальских детских садов в ярких национальных костюмах играют в ручеек. Подвижная игра популярна среди ребят. Однако сегодня за игрой наблюдают гости – родители воспитанников детского сада. В дошкольных учреждениях Айхала прошли дни открытых дверей. Мы хотели показать и рассказать, что наш детский сад многонациональный, что здесь очень много и деточек у нас, и сотрудников, и, соответственно, родителей разных наций. Живем мы в поселке Айхал, Якутии, но все мы единая страна Россия. Поэтому здесь, видя выставки руками родителей, руками детей, что все национальное. И вот уже в игру «Ручеек» ребята вовлекают родителей, поют и танцуют. В другом кабинете воспитанники помладше показывают гостям, как ловко справляются с интерактивной доской. Один за другим наряжают матрешек, угадывают музыкальные инструменты. Организовали в саду и ярмарку национальной кухни. Родители вместе с детьми подготовили самые разные блюда. Чуть позже лакомства презентовали гостям и предложили угоститься. Наши дети участвуют во всех конкурсах, и родители решили участвовать в этом конкурсе «День открытых многонациональных народов». Мы участвуем про своих национальных блюд. Мы приготовили бугурсак, катык, как с укропом, и готовили хлеб наш национальный, там, сами понимаете, по-другому там делается, и чак-чак. Несколько дней двери айхальских детских садов были открыты для всех желающих. Гости также смогли, например, продегустировать кислородные коктейли вместе с детьми. Таким образом, в дошкольных учреждениях укрепляют иммунную систему детей. Провели для родителей и детей и физкультурные пятиминутки. Физкультурное занятие – это залог здоровья. И это самое главное – именно формировать у детей здоровый образ жизни. Поэтому наши дети сегодня были очень активны, им все понравилось. Они хорошо выполняли упражнения, старались вместе с родителями. Для всех желающих провели и экскурсии по детским садам. Смогли родители поучаствовать и в мастер-классах. Педагоги рассказали о всех тонкостях воспитания ребенка, как правильно играть с детьми, как с пользой проводить время. Все понравилось. Мы с самого утра. В младшей группе у нас было цирковое представление, игры. В старшей группе у нас была пластилинография. Мы вместе с детьми лепили. Потом и чаепитие было. В общем, все хорошо.
Дни открытых дверей позволили родителям увидеть один день из жизни детского сада, понаблюдать за детьми, увидеть подход каждого воспитателя к обучению детей. Получили родители и ответы на интересующие вопросы, ушли с новыми знаниями. Альбина Шарафеддинова, Денис Хазов, телеканал «Алмазный край». В Якутске завершилась 10-я юбилейная выставка кузнецов Якутии «Дархан-Уз». Традиционно в двухдневной выставке продажи проводится конкурс ведущих мастеров-изготовителей якутского ножа. В рамках выставки также была представлена личная коллекция якутских клинков Бориса Неустроева «Мандар-Уз». Тему продолжит Алексей Лукьяненко. Выставка направлена, конечно же, на позиционирование тех направлений, которые сейчас у нас сильно развиваются. Основное ее направление нашей выставки – это сохранение культуры, дань предкам. Ну и, конечно же, все гости города Якутска, жители города Якутска могут прийти, посмотреть, купить изделия. Фактически сами мастера развиваются, уже выходят за пределы как республики, так и Российской Федерации. В выставке «Дархан-Уз» приняли участие более 50 мастеров из 17 районов республики, которые сегодня дали мастер-классы по заточке и применению якутских ножей. Это все натуральное соленьевая кожа. Ага. Нож тоже из костей сделано, эти узоры оленева, тоже все. Ага. Это охотничье традиционное ношение это ножа. В дальнейшем много планов, там еще много работать буду, это ножи делать буду. Выставка проводится в целях возрождения традиций и культурных ценностей предков, повышения и реализации творческого потенциала мастеров декоративно-прикладного искусства республики. Как утверждают мастера, в ноже главное не только красота и внешний облик, но и качество. Характерная черта якутского ножа – это вот этот долг и ребро жесткости. И я стремлюсь в основном не для красоты делаю ножи, а чтобы было приятно охотнику в тайге, чтобы могли работать таким ножом, рука не мерзла, и чтобы он был прочный. Упор на качество, на бриткость самого ножа, и чтобы он долго не тупился. Это самое главное. Конкурс прошел в 3 этапа. Буквально вчера члены жюри выбрали лучших мастеров своего дела в номинации «Лучший кухонный нож», победителями которого стали Семен Охлопков, Николаев Дмитрий и Тимофеев Иван. Победителями в номинации «Лучшая художественная композиция» стали Тарабукин Сергей, Степанов Николай и Эляков Иннокентий. А сегодня стали известны имена победителей в номинации «Лучший охотничий нож». Ими стали Кирилл Петров, Михаил Байшев и Михаил Никитин. Алексей Лукьяненко, Георгий Григорьев, Якутск. К этому часу вся информация.